Самолет рейса Хайкоу-Казань должен был вылететь еще в субботу, но уже вторые сутки люди остаются в отелях. Вместе с казанцами это жители Уфы и Самары. Им сообщили, возвращать на родину будет ассоциация «Турпомощь», лайнер до Москвы. Многие из нас находятся с маленькими детьми, как вы видите. Очень тяжело добираться, без зимней одежды, без зимней обуви. И также вы должны понимать, что столько людей, 340 человек, прибудет в Москву и просто не хватит билетов на всех. Самолет действительно приземлится в Москве, подтвердили нам в Республиканском комитете по туризму. Но без помощи людей там не оставят, за билеты доплачивать не придется. По поручению президента Республики Татарстан все жители Татарстана будут доставлены до Казани. Точная схема доставки до Казани из Москвы сейчас определяется, уточняется, но я могу сказать, что все доберутся домой благополучно. Предположительно, рейс отправится из Китая уже завтра, всего же с 11 декабря, когда авиакомпания «Ир-Авиа» отказалась от полетов. Из-за долгов туроператора на родину вернули уже почти 2000 туристов. Предположительно, на острове Хайнань остаются около 800 человек. Китайская сторона нас кормит, поет, отель нас не веселяет, все хорошо. Но мы не знаем, когда он вылетим отсюда. До Казани, конечно, хорошо, но хотя бы до Москвы. Это уже хоть вылететь отсюда. Самого туроператора «Жемчужная река», который продавал билеты на несуществующие рейсы, уже исключили из федерального реестра. Заведено уголовное дело. Известно, что с учетом новогодних праздников компания продала от 5 до 10 тысяч билетов на китайский остров. Привлекали клиентов низкими ценами от 20 до 30 тысяч рублей за тур на человека. По оценкам Российского союза туриндустрии страховых фондов «Жемчужной реки» может не хватить для возврата денег всем туристам. Ведь еще сотни тех, кто купил билеты, но так и не вылетел на отдых. Анна Городнова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань, Китай.